В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей субботы. В студии ведущий Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Эпидобстановка обострилась в Якутии. 100 новых зараженных коронавирусом выявили за минувшие сутки. Возможно ли оформить ипотеку полностью в онлайн-статистику и дальнейшую судьбу дальневосточной ипотеки под 2% обсудили экспертным советом в Москве. Специалисты пришли к выводу, что у Арктики в ближайшее время может появиться атлас необходимых профессий. Какие проблемы для Севера актуальны сегодня? В социальных сетях распространяются слухи о сбежавшем из обсерватора больного коронавирусной инфекцией. По их словам, все началось с того, что в городском диспансере с жалобами находился больной. А позже у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Также сообщается, что к этому времени уже якобы были заражены несколько сотрудников больницы и сами пациенты. Однако официальные источники выступили с опровержением данной информации. Что касается случая того, что больной убежал, самовольно покинул НПЦ-фтизиатрия, это имеет место быть. Однако этот больной не болен ковид-инфекцией, у него имеется туберкулез. Он 12 мая прибыл к нам из Благовещенской, извне. Прошел также в провизорном отделении находится, где он проходит скрининговое обследование. При этом у него исключена ковид-инфекция, выявлен туберкулез. В столице республики резко увеличилось количество зарегистрированных случаев заразившихся COVID-19. В связи с этим глава региона Айсен Николаев объявил об ужесточении мер, призванных противостоять распространению болезни. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. За прошедшие сутки в Якутии зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19. По словам главы республики Айсена Николаева, стабильно напряженная эпидемиологическая обстановка резко усложнилась. В первую очередь это касается именно столицы региона. Всплеск заболеваемости связан с потеплением, после которого на улицах стало заметно оживленнее. Вместе с тем, сложившаяся ситуация обнажила огрехи в работе городского оперативного штаба по работе с противодействием коронавирусной инфекции. Увеличение количества контактов, а также недостаточная обработка общественных пространств дали свои печальные плоды. Если совсем недавно по городу Якутску у нас было по 30-35 заболевших в сутки, вчера у нас 47 и сегодня 75 новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявлены за последний день. Причем это как раз большинство внутрисемейные очаги, распространение от ранее заболевших. И есть еще ряд лиц, которые, источник по заражению которым непонятен. Это говорит о том, что после 12 мая и после резкого потепления на прошлой неделе у нас большинство жителей почему-то решило, что режим самоограничения уже для них не писан. И как и подтверждают и наши наблюдения, и как сообщает оперативный штаб города, резко увеличилось количество поездок на общественном транспорте, очень много молодежи на общественных пространствах, по площади Победы, например, в частности по вечерам. В результате этого, еще раз говорю, у нас резко выросло количество заболевших по городу Якутску. Во-вторых, у нас резко выросло количество заболевших детей. У нас сегодня около 176 детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Это уже почти 16% от общего числа инфицированных за все время. В связи с этим глава Якутии Айсен Николаев объявил об усилении ограничительных мер в Якутске. Так, в магазины не будут допускаться покупатели без масок. Кроме этого, в помещении одного магазина на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров. Остальные покупатели должны будут ждать на улице. Мы осматриваем торговые объекты и объекты общепита на предмет нарушения правил режима повышенной готовности. Так, на сегодняшний день нами осмотрено 679 объектов. Из них выявлено нарушений 342. Из них 226 случаях мы провели профилактические беседы и составили 116 актов и направили по подведомственности другие органы. Усиление мер касается и общественного транспорта. Отмечается, что в последние дни в автобусах стало в разы больше пассажиров, и не все из них соблюдают правила эпидемиологической безопасности. Уже ведется инструктаж среди водителей наших, чтобы в автобус, заходя человек без маски в автобус, вежливо просил его выходить с автобуса, либо он не будет с остановки трогаться.
Если же будут какие-то конфликты возникать, будут вызывать полицию. Сегодня индекс самоизоляции в Якутске остановился на отметке 2. По пятибалльной шкале это означает, что на улице очень много людей. Потому усиливается и контроль за соблюдением мер со стороны органов внутренних дел. В частности, это касается наложения административных штрафов за нарушение масочного режима и режима самоизоляции. Здесь тоже мы фиксируем до 30% нарушения теми лицами, которые должны режим самоизоляции строго соблюдать. Друзья, надо понимать, что, вот еще раз говорю, несоблюдение вот этих достаточно простых на самом деле мер приводит к тому, что заболеваемость по Якутску идет вверх, соответственно, показатели и по республике идут вверх так, по заболеваемости, по коэффициентам инфицированности. И, соответственно, о снятии мер ограничения мы в ближайшее время, по крайней мере, по городу Якутску говорить вообще не можем. Потому что ни одно из тех требований, которые должно быть соблюдаться для снятия режима карантина, даже первого этапа по городу Якутску, кроме одного, который связан с количеством тестов на 100 тысяч населения, никакой другой не соблюдается. Даже просто выйдя на улицу, можно увидеть большое количество праздно прогуливающихся горожан. Также сегодня открылся городской парк, его тут же заполонили. И хотя при входе висит табличка, что вход без масок запрещен, на посетителей это не производит никакого эффекта. На вопросы об отсутствии масок ответы у всех разные. Однако объединяет всех уверенность, что вирус их коснуться не может. Маска не защищает. Маска полезна только для тех, кто болен коронавирусом. Бесполезна. Она полезна только тем, кто болеет. Понимаете, на улице маски не нужны. На улице вирусы не распространяются. Я отдыхаю сегодня. На камеру не надо снимать. А почему без Не маски? потому. Между тем, люди старше 65 лет все еще относятся к группе риска, поэтому им необходимо оставаться на самоизоляции до конца мая. Подобная человеческая безответственность и халатное отношение к обеспечению безопасности со стороны городского оперштаба аукнулось мгновенно. Как результат, резкий скачок заболеваемости. Как противовес этим негативным факторам усиление мер и ответственное отношение оставшейся половины горожан, которая продолжает соблюдать режим самоизоляции. Отметим, что снятие режима самоизоляции будет зависеть от эпидситуации, которая продолжает оставаться сложной. Вирус может быть на каждом шагу, в том числе и на общественных местах, считая детские площадки. Юрий Осипов, Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Во многом росту заболеваемости способствовало игнорирование гражданами мер предосторожности и режима самоизоляции. Нужно понимать, что от болезни не застрахован никто, даже дети. Сарглан Неустроева с подробностями. Всего по республике 170 больных детей. А на сегодня в стенах детской инфекционной больницы города Якутска насчитывается порядка 30 детей, зараженных коронавирусной инфекцией. Причем самому младшему из них всего 2 месяца. Как отмечают врачи, в большинстве случаев дети заражаются внутри семьи. Не только от родителей, но и от родственников. В нашем стационаре дети поступают после проявления признаков ОРВИ. Коронавирус протекает, его начало, как обычное ОРВИ, то есть повышение температуры кратковременного до 37,5 до 39 иногда градусов. Соответственно, дети переносят более легко, чем взрослые, но у нас встречаются единичные случаи пневмонии, как осложнение новой коронавирусной инфекции. Но все-таки большинство из наших пациентов это либо внутрисемейные контакты, либо все-таки где-то болели родственники или знакомые. А тем временем люди продолжают гулять по городу, надеясь на случай. Тут же вдруг выясняется, что якобы прививка БЦЖ способна спасти от заражения. При этом научного обоснования данной мысли нет и не было, но люди продолжают верить в то, что им выгодно. Некоторые же предпочитают и вовсе не верить в болезнь. Дело у некоторых протекает оно малосимптомно, то есть некоторые могут на ногах перенести, а у других эта инфекция протекает очень тяжело. У нас лежат пациенты с тяжелейшими пневмониями, можно сказать, потому что раньше таких пневмоний мы не наблюдали. Даже лежа в палате, дыша на кислороде, люди многие не верят, они переспрашивают по несколько раз, действительно ли у меня ковид-инфекция, хотя у них положительные результаты есть. Если у человека положительный результат один раз выставляется, значит инфекция подтвержденная считается.
Вычислить то, от кого именно заразился человек, на сегодняшний день уже практически невозможно. Разносчиком инфекции может оказаться буквально каждый человек в магазине, на улице и даже дома. Болезнь, причем очень коварна. Симптоматика почти не отличается от обычного ОРВИ, но последствия такого заражения куда более страшные. Сделали КТ, и КТ показало, что у меня заболеваемость. Мне сразу это положили. Я очень себя плохо чувствовал, очень плохо. Я на грани был жизни и смерти, можно так. Вот, и очень тяжело было. Я сейчас себя очень плохо чувствую. Ну, спасибо врачам, что меня вытащили с того света. Вот я что хочу сказать. Всех хочу предупредить, всех граждане Якутска. Смотрите за собой, контролируйте. Только по последним данным в республике заражено 1171 человек. Ежедневно диагноз подтверждается более чем у 100. Только по Якутску накануне было свыше 40 больных, а сегодня уже у 76 человек подтвердили диагноз. Прибавьте к таким цифрам безудержное желание граждан погулять и сходить в гости. И вот уже картина становится по-настоящему пугающей. Саргалана Неустроева, Якутск. Между тем, в Алдане с момента распространения COVID-19 на сегодняшний день зафиксировано всего 65 больных. Отметим, что карантин из-за очага заражения коронавирусом в Алдане, где проживает более 20 тысяч человек, а также в соседнем поселке Ленинский около 1600 жителей, был объявлен 12 апреля. Спустя месяц, 12 мая, власти сняли карантин в обоих населенных пунктах. Под обсерватор в Алдане было подготовлено 2 объекта общей коечной мощности в 230 мест. Дополнительно оборудован резервный объект в поселке Ленинский на 40 коек. Также работают обсерваторы в поселках Нижний Куранах и Томот. Друг с другом переписывались. Во время содержания их здесь были сделаны все условия для того, чтобы нахождение здесь было благоприятным для каждого человека. То есть была настроена кухня для подготовки пищи, 3-разовое питание, то есть завтрак полноценный, это бутерброд, каша, второе, обед это первое, второе и салат. Ну и на ужин, соответственно, горячее и с выпечкой. Условия проживания у нас они находились в 3-местных номерах, без выхода из них, со всеми условиями удобств, то есть туалет и душ находились у них в номере. С момента снятия карантина в Алдане и Ленинском во всем районе действует режим полной самоизоляции. Разрешается свободно въезжать в город и выезжать из него. Жители могут посещать только те места, деятельность которых не ограничена во время режима повышенной готовности. Идти на работу, если деятельность предприятия не приостановлена. А также выгуливать домашних животных и выносить мусор. По словам специалистов, уровень заболеваемости в среднем держится на уровне по 2-4 случая в день. Введение карантина обеспечивалось, контроль за его исполнением обеспечивалось силами и полиции, Росгвардии, в том числе и усиление, которое к нам поступило из города Якутска, Нерюнгри, из соседних районов республики. Для того, чтобы население восприняло правильно те ограничительные меры, которые на них возлагаются, естественно, нужно максимально полно объяснять им те требования, которые на них возлагаются. То есть максимально использовать все информационные ресурсы в постоянном режиме для информирования населения, чтобы все знали, что от них хотят. Активную борьбу с распространением COVID-19 ведут в соседнем Нерюнгри. Регулярно проводится дезинфекция автобусных остановок. На минувшей неделе проведена обработка городских скверов. Какова эпидобстановка в столице Южной Якутии сегодня? Екатерина Павлова. Как показывает статистика, все случаи заболевания коронавирусной инфекцией завозные, поэтому самое серьезное внимание уделяется прибывающим в Нерюнгринский район. За период с начала усиления мер было встречено 80 самолетов, 110 поездов, 1000 автотранспортных средств. Мониторинг на состояние здоровья прошли более 12 тысяч человек. Эта большая работа дала хороший положительный результат. При выявлении больного
с подозрением на коронавирусную инфекцию при первичном уже извещении силами специалистов территориального отдела, Центра гигиены и эпидемиологии и лечебной сети выполняются противоэпидемические мероприятия по данному очагу, определяется круг контактных. Все лица, которые находились в первом круге контактных, они подлежат обязательному обследованию лабораторному на носительство коронавирусной инфекции и подлежат последующей изоляции. Сами больные непосредственно изолируются сразу в инфекционное отделение и проходят соответствующее лечение. Выписка осуществляется после получения отрицательных результатов и удовлетворительного состояния здоровья. В большинстве своем люди, прибывающие в район, ситуацию воспринимают спокойно и с пониманием. Мы стараемся соблюдать масочный режим в магазин и где общественные места. На улице, конечно, стараемся снимать маску, потому что, как медики говорят, в этом нет такой необходимости. Она на улице она не спасает. А в помещениях, да, соблюдаем. Руки, конечно, моем, это обязательно. Это, наверное, всю Россию научили руки мыть. Вот. Но те, кто не соблюдает, конечно, просто не заботятся о своих близких. Потому что у каждого есть мама, бабушка, дедушка, пожилые. Поэтому надо в первую очередь думать о них, а не о себе. Меры, маска, перчатки, антисептики, в общем-то, по всем станциям. Пересадка у меня была в Казани, там вообще очень строго. Видимо, тяжелая обстановка коронавирусная. Слышал, что в Якутии тоже не все очень хорошо. Поэтому соблюдаю меры минимальные. Предохраниться самому. Соблюдаем все правила, которые жить только нам хочется. И призываю всех людей, чтобы были внимательны друг к другу. Официальное количество заболевших на текущий момент в Нерюнгринском районе 29 человек. Из 4 обсерваторов действует по необходимости только один. В него помещены 13 человек. За прошедшую неделю у нас не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Это очень важно для нас. И, наверное, это хороший показатель работы и оперативного штаба района, жителей, находящихся на самоизоляции. Ну и, конечно же, в первую очередь, это работа руководителей промышленных предприятий, руководителей предприятий бизнеса, торговли. Ну и я бы хотел здесь отметить серьезную работу и высокий профессионализм наших сотрудников Роспотребнадзора и высокий профессионализм врачей Нерюнгринской центральной районной больницы. В общественных местах, жилых домах продолжает проводиться дезинфекция. Пока ситуация не стабилизировалась и остается напряженной, необходимо выполнять основные противоэпидемические мероприятия. Носить маски в общественных местах, придерживаться режима самоизоляции, использовать средства индивидуальной защиты, кожные антисептики, соблюдать действующее законодательство для того, чтобы не допустить заболевания в первую очередь лиц из группы риска, которые могут иметь серьезные последствия при перенесенном заболевании. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. А в Якутске индекс самоизоляции накануне составил 1,8%. На улицах отмечается высокое число людей вопреки режиму самоизоляции. Судя по рейтингу приложения Яндекс.Рейтинг, показатели в городе находятся уже в красной зоне. На 17 часов вечера сегодня индекс по городу составил 2,1. Для сравнения, до пандемии в выходные дни индекс был 1,5. Напомним, что новые ограничения начали действовать на территориях, не входящих в перечень труднодоступных. Магазины продуктов, товаров первой необходимости, отдельно стоящие стационарные объекты торговли должны иметь отдельный уличный вход. Запрещается одновременное присутствие посетителей в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Жителям населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, разрешено совершать прогулки составом не более 2 человек. При этом нужно соблюдать социальное дистанцирование до других граждан не менее 1 метра. При прогулке, самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло почти 336 тысяч. За сутки прибавилось 9434 инфицированных. Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, достигло 108 тысяч. За сутки выписали более 8 тысяч человек. Летальных исходов за сутки зафиксировано 139 против 150 днем ранее. Общее количество скончавшихся от коронавирусной инфекции подобралось к отметке в 3400 человек. С октября по ноябрь в России возможна вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с COVID-19.
Ранее Владимир Путин заявлял о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Ранее президент также сообщил о снижении роста заболеваемости. Сегодня суточный рост по стране составил 2,9%, вчера 2,8%, а на прошлой неделе 5,9%. Возможно ли оформить ипотеку полностью в онлайн? Вопрос стал одним из основных во время заседания рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека». Председателем выступил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он отметил, что несмотря на общее замедление экономики на фоне пандемии коронавируса, спрос на льготное кредитование для приобретения жилья сохраняет положительную динамику. На сегодня уже заключено более 7,5 тысяч договоров на ипотеку под 2%, а количество поданных заявлений достигло 27 тысяч. В лидерах Приморье и Якутия. Министерство республики проводит работу по формированию перечня заинтересованных строительных организаций. При этом выдвигается важное условие – это сдерживание роста стоимости квадратного метра жилья на весь период программы. Также все участвующие банки Якутии подписали договор с госструктурой «Мои документы» по оформлению заявок на ипотеку онлайн. Полное проведение сделок с недвижимостью в виртуальном режиме планируется запустить в конце 2020-го, начале 2021 года. Такая схема уже отработана в Москве и Санкт-Петербурге. Также в министерстве ставят еще ряд важных задач. Организовать работу в муниципальных образованиях по информированию потенциальных участников программы, выявлению потребностей у желающих получить кредит. И вторая работа – это по проведению работы с застройщиками с целью удовлетворения этого спроса, который можно было узнать после проведения работы по первому пункту. В ближайшее время у Арктики может появиться атлас необходимых на севере профессий. К такому выводу пришли специалисты. Ученые, представители крупнейших университетов и законодатели обсуждали подготовку кадров для территорий за полярным кругом. И в этой сфере на самом деле немало проблем. В теме разбирался Максим Кардозо. Ни для кого не секрет, что Арктика – это специфический регион. 2 миллиона человек, которые живут здесь, сталкиваются с большим количеством проблем. Это отсутствие инфраструктуры, удаленность, суровые климатические условия. В последние годы развитие Арктики – это одно из приоритетных госнаправлений. Разрабатывается программа «Как сделать регион заманчивым для жизни и работы». Правда, эксперты отмечают, важно не только привлекать новых специалистов, но и остановить отток населения с севера. Сохранить молодежь на местах можно путем грамотной профориентации. Нужно сначала понять самим, а потом и объяснить будущим студентам, кто именно нужен Арктике сегодня и какие кадры будут востребованы завтра. Какие кадры нужны Арктике в настоящее время? На сегодняшний момент, конечно же, нужны те кадры, которые могут включиться в национальные мегапроекты, которые могут квалифицированно проявить себя в различных областях. Очевидно, что акцент в работе и в результатах будет на обеспечение текущих и уже запланированных крупных инфраструктурных проектов. В первую очередь это добывающие отрасли, проекты «Новатэк», «Газпрома» и так далее. В частности, по «Новатэку» к 2023 году уже есть необходимость для обеспечения реализации его проектов привлечения более чем 15 тысяч сотрудников. Но эксперты отмечают, что мегапроекты в первую очередь привлекают вахтовиков, а постоянным жителям Арктики важны и педагоги, и врачи. Необходимо развивать сферу услуг. Есть спрос и на специалистов в области цифровизации. Причем активно привлекать в эти отрасли нужно и коренные народы Севера. Эта проблема связана с образованием коренных малочисленных народов Севера. Уважаемые коллеги, я далек от того, чтобы понимать развитие коренных малочисленных народов как такое капсулированное развитие в рамках родовых общин, в которые не проникает благо современной цивилизации. Вот сегодня мы о дронах слышали и так далее. Абсолютно правильное применение современных технологий. Эксперты отметили, что в ближайшее время нужно составить атлас профессий, необходимых для Арктики. В него войдут пожелания от крупных инвесторов, общественников, представителей районных администраций. Этот перечень сможет стать ориентиром для главных вузов Арктики, чтобы они понимали, какие именно кадры нужны региону для его дальнейшего развития. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом итоговый субботний выпуск подошел к концу, но прежде чем завершить программу, еще раз напомним, что в Якутске и ряде других территорий действует масочный режим.
Не подвергайте других и себя опасности. Надевайте маски в общественных местах. Берегите себя и до свидания.